Татарстан, республика, единственная, где играют две команды хоккея в КХЛ. Это «Нефтехимик» и «Акбарс». Фан-клуб «Нефтехимика» в Москве находится в штабе «Татар». Председателем является Гульнара Яруллина, фан-клуба. Вот нынче были опять выборы, ее избрали. Без поддержки болельщиков, конечно, играть сложно. Многое зависит от мастерства, от настроя, от вратаря. Зависит начиная от человека, который коньки точит, и кончая врачом, вот это составляет из многих этих элементов, куется эта победа. Однажды Гульнара Яруллина сказала, что вот в прошлом году наши неудачи были связаны с отсутствием барабанов. Что такое барабаны? Барабаны – это бойцовский, воинственный, победный дух. Болельщики болели. Все, что зависит от болельщиков, мы сделали. Мы приезжали, мы болели. Но вот барабанов не хватило для завершающих победных матчей. Вот это очень было важно. Мы присутствуем сейчас, вот на игре присутствовали 5 числа, когда «Нефтехимик» играл с ЦСКА. ЦСКА изначально, мы не будем делать экскурс в историю, это абсолютный чемпион Советского Союза много-много лет. Это такая легендарная команда, сильная команда. По сравнению с ней «Нефтехимик» может быть более молодая команда. И была настолько динамичная, настолько была сложная игра. Сначала мы вели 1-0, они сравнялись. Потом было 2-1, потом 2-2. И вот настало время овертайма. Вышли по 3 игрока, 5 минут до первого гола. На что пошли ЦСКА? ЦСКА пошли на хитрость. Они вместо вратаря выставили 4-го игрока. Была упорнейшая борьба. Была просто вот настолько сложно было играть, настолько был подготовлена ЦСКА команда, но наши ребята не подкачали. Но спорт есть спорт. К сожалению, за 7 секунд до окончания овертайма счет был 3-2 и не в нашу пользу. Но этой игрой показали мощь, силу, подготовленность «Нефтехимика». Мы знаем, что 2 основных игрока там болели, один был травмирован. Значит, здесь мы убедились в правильной стратегии, в подготовке игроков. У нас команда «Нефтехимик» при наличии барабанов у болельщиков в Москве готова побеждать любую команду. Вот сегодня была также игра. Вот болельщики, наверное, сами расскажут, как она проходила. Диана расскажет. Диана у нас одна из активистов, активных организаторов, болельщиков в Москве «Нефтехимика». Сегодня, 9 января, состоялась потрясающе интересная игра. Играли хоккейный клуб «Нефтехимик» и хоккейный клуб «Динамо Москва». Была очень захватывающая игра. Наша команда «Нефтехимик» вела со счетом 2-0. Во втором периоде «Динамо» сравняли счет. В третьем 3-3 было. Дали дополнительное время, овертайм, на которой без изменений остались очки. И уже в пенальти наша команда вышла вперед со счетом 3-4. Была потрясающе интересная игра. Со штабом мы были большой дружной командой, болели, поддерживали команду. В овертайме счет остался прежним. В пенальти мы выиграли со счетом 3-4. Мы верим в нашу команду, мы победим. Мы, болельщики в Москве, с такой грустью вспоминаем 2 года назад 9 побед. Победное турне было у «Нефтехимика». Мы будем надеяться, что оно еще повторится. Мы хотим только
первое место. Мы верим в нашу команду. В нашей команде чем отличается «Нефтехимик» от других команд? Потому что в нее заложены традиции. Там играл Равиль Шавалеев. Тот самый Шавалеев, который играл СК Урицкого с Шалаховым, с Толбун. В этой пятерке он играл, с Масловым. Там играл Рафа Якупов. Это вообще человек-легенда хоккея, многократный чемпион, капитан. Поэтому у нас, у «Нефтехимика» заложены вот эти вот уважительные командные отношения. Какая-то отдача заложена вот, на победу, на результат. Мы очень верим в нашу команду, мы должны быть обязательно чемпионами. Барабаны, я думаю, команда приобретет, и тогда шансов ни у кого не будет. В хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей.